Напомню, что к сегодняшнему дню все регионы должны были сформировать соответствующие планы. Сделать это на основе рекомендаций, подготовленных правительством, Роспотребнадзором совместно с рабочей группой Госсовета. Как мы и договаривались, такие планы должны учитывать реальную ситуацию на местах, обеспечивать строгие требования безопасности, защиты жизни и здоровья людей, опираться на выверенную оценку уровня и степени возможных угроз. И решающее слово здесь принадлежит врачам и специалистам. Именно с учетом их мнения подготовлен указ, который сегодня мною подписан. Он станет правовой основой для продолжения совместной работы федеральных властей, регионов и муниципалитетов по борьбе с эпидемией коронавируса. Вы знаете мою позицию. Она неизменна. Главное для нас – это жизнь, здоровье, безопасность людей. Сегодня, 11 мая, истекает ранее объявленный период нерабочих дней. В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более 6 недель. Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии. За счет этого мы получили ресурс времени, который использовали прежде всего для того, чтобы существенно повысить готовность всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации. Число специализированных коек, оборудованных для лечения осложнений болезни, возросло у нас с 29 тысяч до 130 тысяч. Сформирован запас оборудования и техники, в том числе, что сейчас критически важно, создан резерв аппаратов искусственной вентиляции легких. И слава Богу, конечно, что он не востребован в полном объеме. Задействована лишь его незначительная часть. Все это означает главное. В каждом регионе страны есть готовность, все необходимое для того, чтобы оказывать людям с тяжелыми осложнениями специализированную, в том числе реанимационную помощь. Подчеркну, практически всем, кто в ней нуждается. Что еще крайне важно? Врачи сейчас знают о болезни гораздо больше, чем в начале эпидемии. У них есть и собственный опыт, и практика зарубежных коллег. Отработаны новые методики лечения с использованием эффективных препаратов, производство которых мы также существенно нарастили. Как показал мировой опыт, именно неготовность, перегрузка систем здравоохранения стали основной причиной высокой смертности. Не позволяли спасти тех, кому можно было помочь. А мы, повторю, сейчас можем оказывать такую помощь. И благодаря заранее принятым мерам уже сохранены, можно это сказать без всякого преувеличения, сохранены многие тысячи жизней. Конечно, решающая роль здесь принадлежит врачам, медицинским сестрам. У них, кстати, завтра, по-моему, профессиональный праздник. Поздравляю вас. Всем медицинским работникам. Мы все, граждане страны, вновь и вновь благодарим их за поистине самоотверженную работу. Понимаем, как им трудно и с каким мужеством и достоинством они исполняют свой профессиональный долг. Обращаю внимание всех руководителей, в том числе контрольных и надзорных ведомств. Сегодня мы обязаны помочь медицинским работникам, обеспечить их всем необходимым, ну и тем более не трепать им нервы, не отнимать их драгоценное время на отчетность, излишнюю отчетность и лишние проверки. Я прошу правительства принять на этот счет все исчерпывающие решения. Что еще принципиально изменилось за прошедшие недели? Мы на порядок нарастили масштабы тестирования. Начинали с 2500 в начале марта. Сейчас каждый день проводится около 170 тысяч тестов. Это один из самых высоких показателей в мире. Но дело, разумеется, не в цифрах. Главное, что теперь у нас есть возможность выявлять инфекцию на ранних стадиях,
в том числе у тех людей, у которых нет симптомов болезни. Это позволяет предотвратить ее тяжелые последствия и тяжелое развитие, защитить самого человека и оградить тех, кто находится с ним рядом, родственников, коллег по работе и так далее, пресечь распространение инфекции. Конечно, граждан волнует, тревожит ежедневно публикуемая информация о новых случаях заражения. Это понятно. Но потенциальная опасность заключается сейчас как раз в том, сколько случаев не увидели, пропустили. Повторю, чем эффективнее мы будем проводить тестирование, выявлять новые случаи заражения, в том числе скрытые, тем быстрее преодолеем эпидемию. Уже к середине мая мы практически удвоим число тестирований, доведем их до 300 тысяч в сутки. Прошу правительство, Минздрав и дальше наращивать эту работу. Все принятые меры, о которых сказал выше, позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией, к началу поэтапного выхода из режимов ограничений. У этого периода есть принципиальные особенности. Прежде всего, такой выход не может быть одномоментным. Нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение режимов ограничений должны проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей. И еще один важнейший момент. У нас большая страна. Эпидемиологическая обстановка в регионах разная. Мы и прежде учитывали этот фактор. А на предстоящем этапе надо действовать еще более тонко, внимательно. Нельзя руководствоваться общей калькой, потому что в одних регионах определенные действия могут создавать неоправданные риски для граждан, а в других, напротив, привести к неоправданным ограничениям для жизни людей, деятельности предприятий. Поэтому с завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется. Причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная. И случаи новых заражений носят пока даже единичный характер. Но нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений. Повторю, выход из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени. Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах, вплоть до полного завершения эпидемии, необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением. Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. И, конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила. Это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспорта. Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов. Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми, внуками, но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничения пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла. Очень важно сейчас, обращаюсь ко всем участникам совещания, уделить внимание работе интернатов, домов престарелых. Люди, которые находятся, живут здесь, требуют особого ухода и заботы. А в силу возраста, наличия у многих из них хронических заболеваний –
сейчас вдвойне уязвима. Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на 3 месяца с 15 апреля по 15 июля. Сразу оговорюсь, что полагающиеся выплаты за уже прошедший апрель люди также обязательно получат. Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае, если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом, 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми, 35 тысяч рублей. Для младшего персонала 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала 10 и 15 тысяч рублей. Далее, вновь повторю, ситуация в регионах различная, отличается. Именно поэтому субъекты федерации ранее получили возможность принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков. Сегодняшним указом эти полномочия подтверждаются. То есть главы регионов, опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер, о том, как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять. А если этого требует обстановка, может быть, даже и дополнять. Отдельно остановлюсь на порядке деятельности предприятий. Естественно, как и прежде, продолжат работу все государственные и муниципальные органы власти, организации так называемого непрерывного цикла, медицинские учреждения, аптеки, финансовые структуры, торговля продуктами питания и товарами первой необходимости. Кроме того, начиная с 12 мая, везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики. А это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых. Здесь занято значительное количество работников. И работа для них – это зарплата, благополучие семьи. И, что очень важно, деятельность таких предприятий не связана с необходимостью прямого контакта с потребителями. А значит, есть возможность возобновления работы с низкими рисками. Естественно, при соблюдении всех санитарных норм. При этом у руководителей регионов, с учетом ситуации на местах, рекомендаций санитарных врачей остается право по согласованию с правительством Российской Федерации ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий. В том числе и в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там обеспечены. Если такое решение принято за сотрудниками предприятий, деятельность которых пока приостановлена, как и прежде, сохраняется заработная плата. Это принципиальное требование. Поручаю главам регионов держать этот вопрос на контроле. Что в этой связи хочу особо подчеркнуть. Вынужденное ограничение работы в марте-мае негативно сказалось на многих секторах экономики. Мы сформировали и постоянно расширяем перечень пострадавших отраслей и предприятий. Предусмотрели для них поддержку на федеральном уровне, чтобы малый и средний бизнес, системообразующие компании сохраняли занятость, свои трудовые коллективы, не накапливали долги по заработным платам. Уже принятые меры такой поддержки мы обязательно сохраним. Но сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни, мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики. Мы с правительством это все подробно проработали. Об этих мерах сегодня скажу отдельно. Вместе с тем обращаю внимание, если руководители регионов будут вынуждены принимать решения о приостановке деятельности предприятий, которые не входят в перечень пострадавших отраслей,
то они должны будут предусмотреть свои инструменты поддержки таких компаний, занятости их сотрудников, также обязательно согласовав такие меры с федеральным правительством. Сейчас ответственность регионов всех уровней власти буквально за каждый шаг исключительно велика. Это касается и реализации всех профилактических мер, и четкой обоснованной линии на постепенное снятие ограничений. Определение режима работы конкретных предприятий. Граждане, бизнес, все мы заинтересованы в том, чтобы экономика быстрее возвращалась в привычный, нормальный ритм. И опыт многих регионов, в том числе Москвы, где с завтрашнего дня возобновят работу все строительные и промышленные предприятия, показывает, что есть возможность обеспечить их устойчивую и в то же время безопасную деятельность, даже в сложных эпидемиологических условиях. Но, повторю, это должны быть детально просчитанные решения глав субъекта федерации. Опасно безрассудно забегать вперед, но и сидеть, сложа руки, уклоняясь от ответственности, также нельзя. Нужно пройти между Сциллой и Харибдой, уважаемые коллеги. Прошу коллег из правительства, из рабочей группы Госсовета продолжать оказывать необходимую помощь, экспертную поддержку регионам при реализации их планов постепенного выхода из режимов ограничений. Впереди у нас сложный и долгий процесс, который не дает нам права на ошибку. Жду от вас предельной концентрации, самого высокого уровня готовности для оперативного реагирования на любой сценарий развития событий. Уважаемые коллеги, эпидемия, вызванные ею ограничения, сильно ударили по экономике и социальной сфере. Нанесли урон благосостоянию миллионов наших граждан. Доходы у многих снизились, а непредвиденные расходы, долги только растут. Это касается и работников, занятых в самых разных отраслях, и предпринимателей, которые ведут свое небольшое дело. С самого начала мы приняли принципиальные решения – помогать прежде всего людям и прежде всего нашим гражданам, которые нуждаются в этой поддержке. И ключевым критерием поддержки бизнеса, системообразующих предприятий также стало сохранение занятости и заработных плат, доходов сотрудников. Вместе с тем, как уже сказал, сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам. Дорогие друзья, я попрошу сейчас особого внимания у тех людей, которых предлагаемые меры поддержки и будут напрямую затрагивать. Все должны знать свои права, а органы власти их, безусловно, обеспечить. Итак, прежде всего, речь идет о семьях с детьми. Заботы у них хватает всегда, а сейчас, если семья лишается привычного дохода, то ей приходится очень непросто. Тем более, если кто-то из родителей, а еще хуже оба, временно остались без работы. Такое тоже бывает, к сожалению. Как вы знаете, уже предусмотрены дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал в размере 5000 рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Эти деньги семья будет получать 3 месяца с апреля по июнь. Кроме того, по 3000 в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка положены семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение 3 месяцев. Далее, мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет включительно. Сделать это раньше, не с 1 июля, как предусматривали в свое время, а с 1 июня. Обращаю внимание, такие выплаты начисляются, как и говорил в послании, с начала текущего года. Таким образом, семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года. В среднем,
подчеркиваю, в среднем, это 33 тысячи рублей на одного ребенка. И такая семья в дальнейшем будет получать регулярные выплаты уже ежемесячно. В среднем по стране это порядка 5,5 тысяч рублей на одного ребенка в месяц. Однако, полагаю, что сегодня и этого недостаточно. В прямой поддержке государства сейчас нуждается значительно большее число семей с детьми. И созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской финансовой системы страны и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей. В этой связи первое. Предлагаю в 2 раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать. Второе. Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребенка до 3 лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много и семей, у которых этого права нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребенка. В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5000 рублей. Причем не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по 5000 рублей на ребенка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до 3 лет. И, наконец, еще одна мера поддержки семей с детьми. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 лет до наступления 16-летнего возраста. И хочу подчеркнуть, сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение. Для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно. Помощь должны получить все, кто в ней нуждается. В общей сложности такую поддержку получат 27 миллионов российских семей от младенцев до учеников школ. С завтрашнего дня можно обратиться дистанционно с помощью портала госуслуги с заявлением на получение такой единовременной помощи. Также Путин акцентировал внимание на том, что необходимо максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы. Уже принятые меры поддержки экономики, направленные на обеспечение устойчивости работы предприятий, нужно исполнять. Самозанятым предложено вернуть их налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объеме. Также им предлагается предоставить налоговые выплаты в размере 1 МРОТ. Ряд платежей, кроме НДС, бизнесу предлагается списать за 2-й квартал 2020 года. Мера распространяется и на индивидуальных предпринимателей. Микрофинансовым структурам предлагается провести докапитализацию. На эти цели направляется 12 миллиардов рублей.